Это существо или животное, или существо, там непонятно что. Ну, в общем, оно лежит на диване и называет себя воином, призывает людей воевать, э, не может открыть глаза и не может сказать слова, связать свои мысли. Вот. Ну, там в своем этом видео, последнем видео, он называет мое имя, также имена других людей. И я хочу подойти к одному моменту, прямо ему сказать: Кадыров, какой же ты смешной. Да, вот мы смеемся, когда вот ты вот так выступаешь, записываешь эти видео. Ну, это как анекдоты, понимаешь. Видел твое видео, вот, и скажу тебе одно. Год тому назад, даже 2 года тому назад я тебя предупреждал, что ты ответишь за то, что ты назвал мое имя. Вот. И за то, что ты пытаешься очернить саму идею Ичкерии, а также героев Чеченской Республики Ичкерия. Вот. Тебе это не удастся, тебе это никто не позволит. С тебя сделают спрос, и ты за все ответишь. И в то время, когда я тебе это говорил, год тому назад, 2 года тому назад, я тебе говорил: ты у меня допрыгаешься. Допрыгаешься настолько, да, ты сейчас недоступен. Я тебя не смогу найти ни в трубах, ни на заправках. Нигде я тебя не смогу найти сейчас. Ну, нет возможности такой. Вот. И мое отношение к тебе, вот, ну, знаешь, тебя трогать, себя не уважать. Вот такое у меня отношение к тебе. Брезгливое самое. Вот. И я тебе тогда говорил: ты у меня сядешь на таблетки. И даже добавил: ты будешь у меня работать на аптеку. Ну, ты понял, в чем суть. Обычный труболаз. Труболазил. Хаки басаву, она пух весь такой. Уже в истерике. В агонии. Все, хана скоро ему. Все, хана будет твоему шефу. Уже приближается этот конец твоего шефа и его шефа тоже, кремлевского. Иншаллах. Этого труболаза так разнесу, что мало не покажется. Я еще там попридержал кое-что. Я его на таблетки посажу. Как говорится, на аптеку работать будет. Иштхалдук. Сегодня ты, который называешь там других людей, ты любишь это делать, ты называешь там наркоманов там, и так далее и тому подобное. Ты сам наркоман. И твой брат был наркоманом. И я не хочу, конечно же, про убитых там, погибших говорить. Мы не похожи, мы совсем разные. Это вы умеете делать. Но я тебе скажу, напомню историю. Это было в 98 году, насколько я помню. Твой брат, будучи наркоманом, убил человека на заправке из-за пистолета. Вот. Ну, заливал там бензин. В общем, поспорил, наехал на простого гражданина нашей республики и застрелил его. И все правительство Ичкерии, я тебе скажу, ездило к тем людям, чтобы оставили кровную месть. У нас кровная месть, что ты все это знают. Вот. И добились этого. То есть, благодаря властям Ичкерии вам простили вот эту кровную месть. Но вот эта кровная месть, то, что ты сейчас творишь с людьми, и то, что ты творил ранее, это тебе никто не оставит. Нормальный человек тебе это не оставит. Вот. И придет день, когда ты ответишь за все это, народ спросит с тебя и с других там лицемеров, вредителей и тех людей, которые разделил наше общество.
сделают спрос, особенно в первую очередь с тебя. И вот, ты лежишь сегодня на диване, называешь себя героем и призываешь людей воевать. Воевать в той войне, которая абсолютно не нужна ни тем людям, кого ты призываешь, и тем более чеченскому народу. Ты призываешь погибать, умирать за Путина и за Россию, которая веками убивала чеченский народ. И ты, существо, самое брезгливое, ты должен помнить, что ты встал на ту сторону, которая веками нас убивала. Вот в течение 2 войн последних было убито 300 тысяч мирных жителей минимум. Из них 40 тысяч дети. Вот почему тебя называют предателем чеченского народа. И ты, существо, лежишь так на диване, не можешь открыть глаза, не можешь связать свою речь, призываешь людей воевать против Украины. И ты за это тоже ответишь. И только самый низкий человек будет призывать женщин воевать. Вот буквально недавно твои халуи записали такое видео, где женщины стоят в строю, и что они готовы поехать в Украину воевать. Ну, понятное дело, что это все делается под давлением, под твоим и путинским давлением. Вот. И то же самое делал твой отец. 95-й, 96-й год на митингах, где люди собирались у нас в республике против войны, твой отец призывал, стоя на тракторе, в то время шла русско-чеченская война, и он призывал на войну все население нашей республики. А также, что я хочу сказать, он призывал женщин воевать против русских. Вот, твой отец это делал. И он говорил, добавил к этому, что каждая женщина должна выйти против русских. И если она выходит, то она может даже не спрашивать своего брата, отца, там, мужа. Oysa şoz kuz savxırdı adam haqlar qo'zir arvarım yazar. İşt maso yurtur tatstak değil harvar xomar datar. Vaş del yer yal xılşır. Her dvam satır bol şır. Tatstak araver. Amat ya. Şi qo'zir ittazir adam davet. Her surt gurdar da. Vay tal üyüşte kardu. Her gazvatdu. Ya nokta bir ence. Sorum şiştek qarvalı var. Şelulur valina, şeşir valina, orun şitek, del şedo. Şiştek valı ortiş kar. Yarım ola. İlişki vasiye birdir o mektiya. Yolu dokmastardır, her gaz vaktır, her del yapbu. Ya ya berkti vaylo. Soşunu vasta gar vakt. Amin. Allah'ım amin. Amin. Ya kefsti murafık, ya vakt. Allahu akbar. İnsan natanlar değil, değil de olsa da her yer lütür yatça boş voltak, busul vat. Busul çağılça, soğuk Ömer Şadak adı bağı hırıcı. Tanlar değil ha, gazveti üç xılç, zutçu tagiye koyatırdat, bir vişiye degdeni koyatırdat. Tan gazvet farz ayn borgudu, vassalat yadı tan gazvetler. Tan solet ki varxı, sadena, savaşinat irdoş, das gazvet. تندلا نقصن تو آريال السياسة أول شواء عطيت بقردون أما خبر دير غازوة تديق الآريال شدود آل وعروات مصر لك شنو بقويات إيال سيال شيح وغار بيات يسوى شابوك شوش ولاح شاتين ولاح بوكش ولاح يلاس يسين حاضر يبول شو قوري سوق عوري الغوري
И ты сейчас идешь по этому пути. Да, действительно, это Ахмад путь. И ты идешь по этому пути. Это путь предателей чеченского народа. И вот буквально недавно ты говоришь, что чеченскому народу нужно собрать 300-400 тысяч людей, чтобы отправить воевать против Украины. Это на твоей совести будет. И ты за это ответишь. Обязательно ответишь, иншаллах. Это не наша война. Это не наша война. Продолжай лежать на диване. Все будет хорошо. Вот в таком состоянии ты останешься. И чтобы ты не отходил от этого состояния, в котором ты сейчас находишься, глотай свои таблетки. Я был сторонником того, чтобы ты жило, понимаешь? Чтобы ты существовала, но мучилась за все то, что ты творил с нашим народом. Вы перешли все границы, и перешли их в 99-м году, когда к власти пришел Путин, то есть он захватил ее. И за все придется отвечать. Так что живи в своих муках, а потом, после твоей кончины, когда наступит этот день, тебе и другим, тебе подобным придется за все ответить, иншаллах. Вот что я хотел сказать. Сдержанно, так получилось, потому что меня воспитывал Масхадов, а не Кадыров. Хакик Варнио.